зовут Алексей. Я родился в Москве, но сейчас живу на Кипре. Jmenuji se Lenka, pocházím z Brna, z České republiky. I'm Joan Parcerisa, and I'm from Catalonia. Меня зовут Нина Островко, я приехала из города Алматы, Казахстан. No tak já přijela z České republiky i z goroda Brno. Меня зовут Ленка Кубова, сейчас у меня праздник здесь. Я Александр, приехал из Эстонии. Меня зовут Аня, я приехала из Москвы посмотреть на красоты Якутии зимней. У нас самая группа была из 8 человек, при этом только был один россиянин, и только один не понимал русский язык. Все остальные иностранцы были русскоговорящие. Последние годы путешествовал по миру. На самом деле я второй раз уже в Якутске. Я был первый раз летом, на столбы ездил. Но у меня была цель и задача, чтобы температура опустилась до минус 50, вот понять, что это такое. Меня родственники отговаривали. Они говорили, что ну куда ты едешь, там сгинешь, холодно, никто о тебе не позаботится. Because I like to experience extreme weather conditions, and the pole of cold was one of them. Сейчас услышите звук этого бубна. Называется дюмцюр. И я обращусь через него к божествам, обитающим на небе 9 ярусами, чтобы они следили за вами. Усадьба Атласова, где мы были, мне понравилось, что нам показали. Samozřejmě důležitou součástí jakutské kultury a samozřejmě nechybělo koupit si náhrdelník, který nás bude ochraňovat 3 roky. Вызывают уважение люди, которые действительно ценят и развивают ту традицию, наследие, которое есть. Я вообще материалист, к сожалению, или к счастью, и поэтому не хочу оскорбить ничьих чувств, но мне на этот вопрос сложно ответить. Ну, в любом случае, это интересно, потому что вот эти все инструменты музыкальные, традиционные, на это было очень интересно смотреть, и вообще как к этому относились вот еще с тех времен. Bude 3 roky, bude fungovat, takže za 3 roky přijedu zas. Opět. For me, was something also interesting to see how people have different ways of seeing things in different parts of the world. That things that are in my country or in other Western countries are not important, here are very important. And I think we have to respect that. Ударяя по нему, шаман входил в транс. Ну, я на самом деле уже не очень верю. А помог, не помог, ну мы приехали. Прикольная такая тема, очень понравилась, необычно. С изображениями его покровителей. Вот здесь есть орел, коршун, лошадь и волк. Главное, что живы. В принципе, обряд удался.
Оннок. Царство вечной мерзлоты, где мы были в течение всего года, температура внутри этой пещеры не поднимается выше 0 градусов. Это, конечно, удивительно. Вот. И история этих пещер сделали как такой естественный холодильник. Это интересно, потому что я нигде подобного не видел. Ну, там, да, вечная мерзлота. Первый раз я туда тоже хотел попасть, но не получилось. Классно, заходишь на улице, там 30, 31, 34, а в пещере от минус 7 до минус 15. И заходишь, и прям тепло. Bylo to zajímavé, bylo to hezký, bylo tam teplo a jo, pěkný to bylo. Очень классные там снежинки, и понравилась экспозиция «Игры престолов». Я там и посидела, и полежала на ледяной кровати, и сфоткалась с королем ночи, и снежинки вот эти все пофоткала. And for me was something very interesting to learn that it goes so deep on the earth. And then all the sculptures made of ice were very nice. Something that you can not do in my country, and I had seen so many times on TV, but it was good to see how, and also it was good because I could lead the dogs. That I thought that I couldn't, and finally I could lead the dogs. Прокатились на собачках, познакомились с якутскими лайками. Это было классно, я очень люблю собачек. И здесь собаки очень добрые, потому что они заняты делом, они не страдают от безделья. У нас, например, кто заводит северных собак, таких как хаски или лаек или маламутов, они проявляют агрессию к человеку, потому что они сидят в квартире без дела. О, какой мейкап у вас. Ага. Собаки, мне было интересно посмотреть на этих собак, вот, как они есть вживую, прежде всего. Очень интересно. Особая порода, у них особый взгляд, цвет глаз. Давай. Что они замерзли, что ли? Или наоборот разогрелись? Да, покатались. Ну, собачки ласковые такие. Ну, меня не посадили, собственно, вот в этот, не знаю, как это назвать. В общем, я каталась стоя и помогала ногами. Лайки, конечно, наверное, были немножко в шоке от этого, потому что я очень сильно гнала, но они подстроились. Byli super, ale některý na mě vrčeli. Nechtěli se nechat hladit. Děduška Maros. Bylo to něco nového a těšila jsem se na to, že to zažiju. Drsnej byl přejezd přes řeku Lenu na skutru sněžným, protože strašně foukalo, ale byl to krásný zážitek. Určitě doporučuji všem vzít brýle na lyžování, tak aby jim nenafoukalo. Снегоходы шли прям вот в метель какую-то, не знаю, она так разыгралась. Это был экстрим, обжигающий мороз, да? Этот ветер, он, конечно, то есть я закрыл полностью лицо, уже не видел, куда мы едем. Место, которое по ощущениям было холоднее самого Эмикона из-за того, что был ветер. Над рекой Леной был ветер. To take advantage of a frozen river, because you can use it as a road. You can go from one place to another easily. The ice is different from one place to another, and some places is smooth and others is rough.
Здесь, конечно, ты понимаешь, то есть почему это одна из великих рек, да, почему ее называют великой. Я хочу вернуться, увидеть ее летом, но это, конечно, масштаб огромный. Это... Lena, já se jmenuji Lenka a rusky je to Lena. Takže jsem viděla řeku, která se jmenuje tak, jak já. Прикольно, немножко даже чувство опасности есть такое. Но сама по себе дорога красивая, потому что лед, вода застывает и очень такое все гладенькое, как зеркало. Тяжело было идти, но вполне себе дошлось. Я думала, что я выплюну просто все, что у меня вот тут есть, но нормально, нормально. Оператор который надела 2 куртки. Было непросто, стало тепло. Я снял с себя часть одежды. Yes, I climbed to the top. It was a bit tough, a lot of steps to get to the top, but it was worth to reach the top. Лена, еще немножко вперед. Но когда мы шли на сами столбы, было даже жарко, я скидывала куртку. Potom, když jsme šli nahoru na stolby, tak bylo velice teplo, protože jsme se zapotili. Že to bylo pořád do kopce, do kopce, do kopce, do kopce navěrch. I'm top. Добрый день. Здрасте. Ну, учитывая то, что я думала, что у меня выпрыгнет сердце, и я выплюну легкие, то в целом очень красиво. Красота, то есть, когда сверху посмотрел вниз на эту вот снежную равнину, я ничего подобного не видел. Мне сложно передать словами, да? Да, само место интересное. Вообще сама занимаюсь альпинизмом, мне было интересно туда подняться. Aleňské stavby byly krásný, byl tam krásný výhled a myslím, že ten hiking, malý hiking do kopce nám trošku prospěl, takže to bylo fajn v tom sněhu. And also the pillars itself are something unique, and that are very, very nice. Там прекрасно. Все отфотографирован, телефон замерз, поэтому... Ну идите вниз тогда. Но я уже все отфотографировать успела, потом очень низкая температура. Хорошо. Лед промерзает до 1,5 метров. Сейчас где-то 1,20 метров. Ну, это, конечно, было утомительно, но, с другой стороны, обстановка меняется. У меня был шанс даже что-то поснимать из машины через лобовое стекло. Трясет машину, и невозможно, например, почитать книгу и отвлечься от этого. Единственное, только музыка меня спасала. Но по дороге туда время каким-то образом для меня сжалось, и я ее вообще не заметила, по факту. Первый день меня продуло на заднем сидении, было холодно. 2 суток мы ехали. Во время этой поездки ты понимаешь расстояние, масштаб, вообще площадь республики. Мы время от времени выходили, разминали ноги, так что смотрели, фотографировали. То есть мне скучно не было, мне было интересно. For me, it was not a long journey because I could show a spectacular landscape, lakes, forest, mountains. Вот этот ручей никогда не замерзает в этом месте. Можешь потрогать водичку. 2 dny je dlouho, ale byly zastávky na kafe, na oběd. 30. Конечно, ты понимаешь, насколько нужно серьезно готовиться, когда ты едешь зимой по этой трассе. В некоторых местах машину ты не встречаешь в течение нескольких часов. Ты едешь, и ты понимаешь, что на много километров назад и вперед никого нет.
Если ты там встанешь, машина заглохнет, будут большие проблемы. Cesta byla super, protože jsme byli v autě jako v hibernákulu. Takže jsme zažívali hibernaci, kterou zažívají lední medvědi, protože jsme měli zimní spánek a celou dobu jsme spali. Musím pochválit řidiče, protože byli neuvěřitelně šikovní a zvládli to úplně fantasticky. Все последующие 3 дня сидела на первом сиденье рядом с водителем. Было тепло, шикарно, все видно сразу, отличная музыка была. Bylo se na co koukat, prostě bílý, krásný stromy, sníh. Druhý den byl lepší, protože byly hory, ale bylo to super. Člověk mohl přemýšlet a tak jako relaxovat. Второй день пути, конечно, самый красивый, потому что там просто красиво. Там начинается вот этот рельеф, ландшафт, горы. Things that you have to see by yourself. You cannot see the dimension and how beautiful it is from photos. You have to see it. Очень здорово. То есть в какой-то момент ты ловишь такой ритм немножко медитации и забываешь обо всем, смотришь только на дорогу от первого лица. Я никогда не видел такого белого цвета и так много. Вот горная часть особенно интересная получилась. Особенно мне понравилось ночью, потому что такое долгое время, серьезное расстояние ночью я никогда не преодолевала, и было немножко даже страшно, но в целом прикольно. То есть издалека горы казались черно-белыми, светили звезды, замечательно. Раз обед, раз ужин, сон, раз Саймикон. I could go there tomorrow. Батарейка, она тепло дает? Электричество. Вот этот градусник, который был на улице, на этом постаменте, он показывал, по-моему, минус 38. Вот. Но градусник в доме, где мы останавливались, Тамара Егоровна, по-моему, на тот момент показывал где-то за 40. Вот. Ну, в любом случае, для меня это была минимальная температура, которую я когда-либо ощущал. Что, на водопой, да? О, она беременная. Да. Видите, да у них даже вымя волосатое. No, je to korova jak. Super to bylo. Ну вот это меня, наверное, больше всего удивило. Столько животных живут практически на улице каким-то образом. Это, конечно, я так пытался примерить на себя, смог бы я жить в этом месте. И, конечно, тоже было очень интересно, потому что я никогда не бывал ничем подобного. Одна корова облизала мне всю руку, и я в целом была счастлива. И поиграла с собакой. Не переживай, нормально. Пузика мне почистить. Пузика мне надо пузика погладить. Собака-улыбака. Милаши такие, с ними можно поваляться в снегу, очень дружелюбные, доброжелательные, очень добрые, как люди. These animals have adapted to the region perfectly. It's amazing how can they survive to temperatures below minus 50 or 60 degrees. Вот это жеребец главный. Прежде всего, лошади, это, конечно, вообще сложно себе даже представить, что в течение всего этого времени они находятся на улице, на морозе, и прекрасно себя чувствуют. И, конечно, очень интересный рассказ человека, который разводит лошадей. Вот это первое. Видите, первый раз, когда ей 4 года, летом 35 будет.
Она родила, она до сих пор не поправилась. Некоторые ковылёсы очень молочные бывают, молочные. Например, у меня 4 сестры, да, из одной сестер моих, да, у нее эти, я пример привожу, у нее это, 2 сына, ну как близнецы. Она вот подкармливала их и еще оставалась. Вот она такая молочная была, моя сестра одна. Вот и кобылы тоже так же бывает. Когда молочные, они все выдают. И жеребята, они крупные, здоровые бывают. Они охотятся. Давай, продолжай. Ну, я к лошадям подошла прям вплотную, близко, потом их спугнули. I realized that they are very important for the people of the region. Without these animals, it would be more difficult to live here. Лошадки такие сферические немножко. Нам потом фермер показывал, как они устроены изнутри. Вот смотрите, вот какие они жирные. Это внутренние собаки. А сейчас еще наружные покажу, сколько они это сало накапать. То есть прям показывал, вот смотрите, вот такое вот сало у них снаружи, а вот такое вот внутри. Вот можете попробовать, какое оно на вкус. То есть это так прям так интересно, как будто он рассказывал об устройстве какого-то механизма. Это печень. Вот соль. Пробуйте. Очень чисто. Как вам сказать? Экологическое чисто. Вот эта печень в ресторане, я не знаю, сколько стоит. Там говорят, сумасшедшая сумма. Но необычно, я скажу так. То есть вкусно сложно сказать. Как закуска к водке хорошо, я думаю. I've tried, and the taste is very, very good, soft and very tasty. No, u nás jsme nikdy nic takového nejedli. А вам понравилось? Tak i tak. Да, жирная довольно-таки была. По вкусу, ну, с одной стороны непривычная, а с другой стороны, ну, достаточно вкусная. Но опять же, да, то есть ты понимаешь, что люди, да, которые жили, живут, для них это, ну, необходимость есть эту именно сырое мясо, потому что источник витаминов. Жеребятина очень жирная, более жирная, чем в Казахстане. А здесь она такая жирненькая, вкусная, мне понравилось, да, и в сыром виде прям весьма неплохо в мороженом с солью. I recommend that meat to everybody. Девчонками давай, я к ним сюда подойду. Скажи, в Европу, в Чехию приедете, будете мужья, родня будете, это, отчет. Здесь 7 человек. Пошли здесь. Ладно? Хорошо, без проблем. Вот мы подъехали, он уже нас встречал, красивый, в шапке, с бородой. Чингисхан — это повелитель холода, олицетворяет быка. Я Чингисхан, хранитель холода, приветствую вас. Прикольный, интересный. Наряд отличный. Говорит, шмот шикарный. Дорогая наша гостья, Хорошевская Анна Александровна. Это я. Я вам вручаю сертификат о том, что вы действительно были в поле с водомехом. Поздравляю. Пластиковая лента. Поздравляю. Bylo to milý a děkuji za certifikát. Поздравляю. Счастье, сертификат. Поздравляю. Спасибо. Так вам дякую. Джена Джоан. Joan. We have Santa Claus or Father Christmas. I think it's something nice that you can also have your own Father Christmas of cold. Поздравляю. For me, was a big honor. На тот момент, когда он выдавал сертификат, температура не была самой низкой, так что мы приняли эти сертификаты. Спрашивают на Аляске, эта птица называется полтинник. Вы не знаете? Не знаю. Ну, не тоже так, такие крупаки. Да. Рыбалка была на сеть, и 2 проруби было для рыбалки. Вполне себе нормально удалось. Я даже немножко потыкала. Рыба нужна.
Распугались рыбу. Мы ходили на речку рыбачить, не поймали, но рыбу нам принесли. Строганину мы сделали. Hrozně zajímavá věc v Jakutsku tím, že nezamrzne, tím, že je někdo schopen tam lovit ryby, živit se tím. Je to obdivuhodná práce a jsem hrozně ráda, že jsem to viděla. Видите, это течение забило сеть грязью. Рыба видит сеть и не идет. Но зато там походили, посмотрели, как это подледная в таком минусе ловля, возможно. Интересненько. Здесь рыбы нет. Ну, купалось 5 человек, 2 водителя, я и 2 туриста. Если я, может быть, там выпил перед этим чего-то, я бы искупнулся. Я плавала как-то при минус 25, но при минус 50 нет. Это очень опасно. Koupat jsem se nebyla, protože nemám natrénováno. Мы купались, да. For me, it was something funny and something that I would also recommend to everybody. Once you are here, you have to experience new things. Дело в том, что я в любых водоемах купаюсь. В данном случае, наверное, вода была самая холодная из того, что я пробовал. Опять же, жалею, что не остался чуть подольше. Я думаю, что это было возможно. Все, в палатку давайте, это не шутки, надо насыпать. И жалко, что было темно. Днем, мне кажется, все-таки интереснее купаться. Все. Искупались, на улице как раз было где-то 45 минус. Да, мы там растопили палатку. О, хорошо-то как. Да. Perfect. It was perfect. I had no problem at all. Со мной все нормально было. Просто искупались, сколько выдержали, и все. Ну, все было безопасно. Будешь удочки? Не запретили. Почему? Предложил. Как у всех, да, налито? Ну давайте чокнемся. На здоровье. Попробуйте. Никогда водку не грызли? Там еще огурец на дне плавал. Плавал, как, кстати, был заморожен. Думала, будет покрепче, а на морозе все bыстро выветривается. Очень понравился наш гостевой домик. Тамара Егоровна вообще просто муа. Která byla neuvěřitelná. Její pohostinnost byla fantastická, moc se nám to líbilo, byli jsme hrozně spokojení. Она и научный сотрудник, она изучала вопрос, она краевед. Поначалу подумал, кто-то сдает там жилье. А оказалось, что это просто кладезь информации, знаний. Удалось с ней поразговаривать, так сказать, прочувствовать ее эту душевность относительно этого места, ведь благодаря ей Аймикон в большей степени признан полюсом холода. Я был, конечно, поражен, что уже люди там из 70 стран останавливались у нее. То есть как-то это мне было неожиданно. То есть я был впечатлен. Да. Ta žena, která hrála na takový ten... Chamus. Tak? Chamus. Na chamus, tak to bylo úžasný. Был концерт, который был организован не просто там для нас, для туристов, а это был концерт 7 января, который был сделан для всех жителей села. Его организовали, то есть выступали ребята, студенты, которые приехали, как Василий рассказал, на каникулы v Аймикон v ten den. Určitě netrpí žádnýma duševníma chorobama, jsou zdraví, protože jsou na čerstvém vzduchu a můžu říct, že bych jim i chvilkama záviděla. I'm happy to have been there because I saw that they have a lot of energy. Koncert byl skvělej, byla jsem ráda, že jsem něco takového viděla.
protože jsem si uvědomila, že se lidi, kde je málo lidí, tam 700 obyvatelů žije ve vesnici Omiakon, a že se musí zabavit sami, že jim tam nikdo nepřijede se zábavou, ani sami musí zpívat, tancovat, hrát. Jo, takže jsem byla ráda, že jsem něco takového viděla. Село, которое находится очень далеко, вообще очень далеко. Как там вообще жизнь проходит? Usually we have stereotypes about different people, and seeing how they work or they dance or they do things, you can see that they want to have fun, and they made a very good performance. Живут люди нормально, там развлекаются. Было очень любопытно. Obdivuju ty lidi, kteří dokáží žít v Omiakonu v těchto těžkých podmínkách, dokáží tam pracovat, něco tvořit, vychovávat děti, a je to pro mě takovej ten vlastně důvod, proč my tady jsme. Jako, abychom se postarali o další generace, pracovali, radovali se. Omiakon je krásný kus země. Снял. Наш салат. Эксперименты. Как что разбивается. Давайте начнем с мандарина. To bylo super, bylo to veselé, když jsme pozorovali, jak každý mlátí tou a všechno se rozletělo kolem dokola. Ну, ломать еду весело. Видите, структура какая, да? I couldn't imagine that cold could frozen vegetables or fruit in such a strong way. О, видите, вот тут тоже такая структура лука. Было неожиданно то, что разные продукты имеют разную структуру и по-разному разбиваются, скажем так. Видите, у него чуть-чуть отличается структура. Яблоко оказалось самым твердым. Яблоко, оно более плотное. Какая-то ошибка природы, наверное, что происходит? Везде забивают молоком и так далее, а у нас бананом. Да, я голыми руками забивала бананом гвоздь в дерево и получила ожоги холодовые. Прямо с таким свистом. Да. Бросание кипятка в морозный воздух, когда он просто на лету распадается на мелкие капли, замерзает, и ветер сносит вот эту вот замерзшую взвесь, как облако. Вот это вот было очень классно. Я это видела раньше на видеозаписях. Potom jsme vodku, tak jakoby, nebo vodu házeli, takže to bylo skvělé. Ну вот мне, наверное, это больше всего понравилось, да, фейерверк. Всем здрасте. Раз, два, три. Мы делаем облака. Фейерверк был самый классный. Да. Ну так-то холодно стало. Вот слева старый мост, который строили еще заключенные. Ну сейчас явно уже под 50. Видите, небо открылось полностью. И уже так Посмотрим это, до интернета доедем, а Никонов... холодит вообще. 49-50, где-то так, около того. Я, скажем, в термобелье выходил на улицу и довольно комфортно себя чувствовал. Может быть, только вот ухо немного побаливает. Вот так вели заключенных в 1937 году. Если хорошо одеться, все в порядке. Если там выскочить в легкой одежде, то это интересно. Я перенес довольно легко, как мне кажется. То есть это состояние у организма было такое на грани.
Но, в общем, я не заболел. Вопрос, наверное, привычки в том числе. То есть, наверное, если пожить подольше, то организм привыкнет. Но первое ощущение, конечно, такой дискомфорт. If you have good clothes, you can manage it very well. And it wasn't as bad as I thought it would be. Жжет немножко глаза, потому что полностью себя закрываешь, оставляешь только глаза, и вот ощущение резьбы, назовем. А так, если тепло оделся, то, в принципе, нормально. Чувствуется, что вдыхаешь очень холодный воздух. И даже если вдыхать его через балаклаву, чувствуется, что он охлаждает. И кушаешь очень хорошо. Как будто бы, я не знаю, как будто бы полдня там, ну не то чтобы вагоны разгружал, но работал fyzicky. Zjistili jsme, že fungují jenom přírodní materiály, takže vlna, prádlo, podvlíkací, vlněný svetr, kožešiny, samozřejmě boty do -100, ale úplně stačily válenky. Takže jednoduché přírodní věci fungují úplně nejvíc. Лучше брать с двое перчаток. Первые перчатки можно тонкие одевать на руку, чтобы, если фотографировать, не снимать, не оставаться с обнаженной рукой. А поверх этой перчатки одевать рукавицу большую. Вот это вот идеальный вариант. А обувь на месте организаторы предоставляют валенки, что является лучшей обувью. Никакие там ботинки не нужны. Их просто будет недостаточно, они будут слишком холодные. Да. Вон там парит, это вот вода оттуда идет. И когда пробивается такой холод, вода промерзает до дна, и она выходит наружу и волной идет сюда. И если застрять в этой каше, то потом намерзнет еще вода. Мы остановились в том месте, где это происходит, но мы проехали без проблем. Сколько времени? Его всего 30 минут прошло. Ой, почитай. Нет, невозможно, там все скачет перед глазами. Блин, в игрушку поиграть тоже невозможно. На обратном пути вот 2 дня тяжеловато уже немножко было. Культура неожиданная. Я не знал, что мы к нему заедем. Хотя, по-моему, где-то я уже встречал его упоминания. Здесь живет знаменитый скульптор, вот его коровы на водопой сейчас идут. Сейчас мы с ним познакомимся. Да, и он из этого материала делает свои скульптуры каждый год. Ну, такое, конечно, возможно сделать только здесь, наверное, да. Единственное, что он смешивает это с травой, скорее всего. Делает каркас. Все началось. Михаил, здорово! Вот наш знаменитый скульптор. Ну, я сфоткалась со всеми скульптурами, одну даже обняла. Но поскольку я была в одежде, которую предоставил мне Василий, поэтому я могла себе позволить хоть обнять, хоть сесть на эту скульптуру. Все началось с того, как он сделал танк в натуральном размере из навоза для детей. Вот. Потом на крыше в честь 8 марта написал жене с 8 марта. Большие буквы. А? На крыше хатона. Tak je to takový unikát. Je to unikát a jsem ráda, že jsem to viděla. Сейчас чего только люди не делают. Всякое в этой жизни можно встретить. Замечательный скульптор, замечательные идеи. Вообще, данный вид скульптуры надо, конечно, развивать. Я надеюсь, что в следующем году будет целый у вас городок. Вот есть ледовый городок, да? Пусть будет такой естественный эко-городок. The trip, in general, it's fantastic, and I would recommend the trip to everybody. And when I go home, I will recommend to my friends and family. It's worth to visit Oymyakon a lot, and I thank you for your kindness and for your hospitality. And I think you have a great country, and you are great people. В Oymykonie не было Wi-Fi. Для меня в обычных условиях это вообще, ну там, в смысле нет доступа в интернет, это как? В смысле вообще?
В смысле, ну нет, это немыслимо. А здесь это абсолютно свободно переживалось. Вот такая вот магия севера. Для поездки на полюс холода возьмите всю самую теплую одежду в своем гардеробе, отложите ее в сторонку, купите вещи вдвое теплее. Это действительно так. Второй момент, что как бы трижды подумайте о том, что туалеты будут на улице. Вот это то, о чем история умалчивала, в частности, на сайте Russia Discovery. Но я однозначно вернусь на север еще раз, в другие места. Конечно, природа потрясающая. Мне было интересно видеть быт людей, пообщаться. Вот. Василий очень интересно рассказывал. Наша хозяйка в Оymyakon. То есть очень такие комплексные впечатления, разные. И я советую людям, которые думают, как бы съездить в этот тур, обязательно съездить, потому что они получат впечатление, которое, я думаю, как бы никогда не испытывали. Určitě pokud se chystáte někdo do Oymyakonu, nebojte se, není žádný důvod k obávám, cestovní kancelář se o vás postará, stojí to za to, určitě jeďte, protože takovou zimu, takovou nikde nenajdete, jenom v Oymyakonu. By měli úplně jiné starosti než v práci, je to takový relax, je to takový prostě rozjímání, takže skvělý. Интересно было узнать, в принципе, все, что связано с низкими температурами. Растения, животные, природа в целом, опять же, люди. Нужно ехать тем, кто хочет почувствовать себя далеко от цивилизации. Желательно выключить телефон. Часть пути телефона не будет, ни интернета, ни Wi-Fi, какого-то там соединения такого нормального. Поэтому для тех, кто хочет отвлечься от городской такой, может быть, суеты, походить в уличный туалет и, может быть, словить некий такой дзен по пути. И вообще понять некую самобытность якутского народа, и вообще понять, что наша страна огромная. Люди приехали целеустремленные, которые действительно хотели побывать в Якутии. Якутия их приняла. И все происходило очень ровно, все хорошо, потому что сами люди такие пришли. Ну, Oymyakon — это самое холодное место в мире, где постоянно проживают люди. И это равносильно, наверное, побывать на Северном полюсе. И прочувствовать такой холод, увидеть, познакомиться с людьми, которые живут постоянно в этой местности. Поэтому я советую всем приезжать и не бояться таких морозов. Это просто цифры. А на самом деле все здесь вообще все по-другому. Приезжайте, прочувствуйте эту погоду.